я вам хочу сказку рассказать. Сказка с подвохом. Внимательно слушайте, это первое. Второе, это сказка тире. Ииши. Ииши, как переводится? Домашняя работа. Домашняя работа. Вот кто ее правильно, со смыслом переведет на татарский язык и расскажет, тому не просто приз, а суперприз. Сказка пошла. Царство-государство. Да? Жили-были принц, принцесса, король, королева, царский род. И так было из поколения в поколение. Все они были богаты, все они были здоровы, и все они были красивы. У них был заколдованный булыжник, который лежал в ларце. И если к этому булыжнику вы представляете железо, это железо превращалось в алтын, золото. Поэтому с деньгами проблем не было. И вот этот булыжник этому королевскому роду давал вот это здоровье, красоту, благополучие, удачу. И так поколение в поколение. Выросла новая принцесса. Ей нужно выходить замуж. Из соседнего королевства приехал принц, посмотрел невесту, тут же в нее влюбился, тут же они сделали помолвку. Он стал членом королевской семьи, и они назначили день пышной свадьбы. Но в этом королевстве, как правило, в жизни бывает, была служанка. Она была очень бедная, очень. Она была очень некрасивая и очень больная. И вы знаете, ей тоже хотелось счастья, ей хотелось денег, ей хотелось красоты, ей, конечно, хотелось здоровья. И она не сдержалась. Она ночью подкралась к ларцу и выкрала этот булыжник. А он действовал только на членов королевской семьи. Да? Она об этом не знала. И был во дворце переполох, и она от страха кинула булыжник в мимо проезжающую телегу. Но во дворце траур, во дворце переполох. Что делать? Нет булыжника. Она призналась, но сейчас слезами частью не поможешь. Значит, горю не поможешь. И тогда этот принц уже видел же королеву, он уже влюбился в нее, уже день свадьбы назначен. И он сказал: я посвящу всю свою жизнь этому, но я отыщу этот булыжник и верну вам. Он взял несколько лошадей, взял много-много еды, воды, одежды запасной и поехал по дорогам королевства найти, отыскать этот булыжник и вернуть его. Чтобы его найти, он на шею одел большой железный тяжелый обруч. И он машинально шел по дорогам королевства, этот обруч приставлял ко всем булыжникам в надежде, что обруч превратится в золото, он найдет этот булыжник и вернет. Прошло очень много лет. Наш принц уже ничем не отличался от бродяг и нищих. Умерли, состарились лошади, съелась еда давно, и он по-прежнему ходил по дорогам королевства. Единственное, его отличало от других бродяг и нищих, что? Обруч. У него на шее по-прежнему был большой железный тяжелый обруч. И вот однажды, холодный, дождливый день, он голодал, ему хотелось попить воды, он мерз, и он постучал в хижину, которая стоит на дороге. И попросил у них кусок хлеба, пожалуйста, и дайте мне глоток воды, я очень умираю, хочу покушать чуть-чуть и попить воды. Они его с большим треском, с руганью выгнали, и за дверью он услышал такие слова: мы здесь живем всю свою жизнь, но такого наглого нищего мы видим первый раз. Он у нас просит кусок хлеба, а у него на шее Золотой обруч. Золотой обруч. В чем мораль? Какие варианты? Ценить тоже помню. Еще какие варианты? Не завидовать. Еще какие варианты? Быть внимательным. Смысл в том, вот в жизни не так обидно все-таки, да, что жизнь проходит и прошла. И
Ну, счастье такое большое, кого-то коснулось, кого-то не коснулось, жизнь проходит, да? А очень обидно, когда счастье было рядом. Вы его коснулись, и вы прошли мимо. Не заметили. Вот в этом сказка. Если кто-то переведет на татарский язык, приз уже готов, вас ждет. Рустам Абык по-татарски, да, призывает говорить. И ну, я вот тоже стремлюсь не забывать татарский. И я что делаю? Я установил себе словарик. Ну, вы можете приложение установить, да. И у вас наверняка есть пара тетушек, дядюшек, вот, которые по-татарски разговаривают. И вы можете с ними в WhatsApp переписываться по-татарски. И вот, знаете, если вы перетерпите этот момент, когда вы вообще вот как бы нулевые, знаете примерно, как строится предложение, еще что-то, но лексикон у вас там около нулевой. И вот перетерпите этот момент вот с переводом, да, то через какое-то время у вас будет достаточно большой лексикон, чтобы спокойно вот с этими тетушками, дядюшками вот, беседовать по-татарски. Вот у меня есть, допустим, 4 родственника, с которыми я в WhatsApp всегда по-татарски разговариваю, и это вот мой способ поддерживать татарский язык. Kırık gittin silgir, ey kağına kağına. Sırılsıkın takvimedin, sinaklık takvimedin. Gözlerinden silgir, kayıp olup göründün. Kaysı kayında, kaysı sil, bayramı titrar. Yalgış kayının, kışkanımın, minanısın deyip duran. Kaysı kayından, kaysı sil, bayramı deyip duran. Yalgış kayının, kışkanımın, minanısın deyip duran. Kayınlar bilen şaya, uzaklar oynadınız. Görmeyecek uyladınız. Sığılsın aklına, sinaklıkta kuvvedin. Gözlerinden silsene, koynu bulup görünür. Vaysı koyundan, vaysı sil, bayralı kikırar. Yalgış kayının, kışkanımın, minanısın deyip duran. Vaysı kayından, vaysı sil, bayramı tiktiran. Yalgış kayının, kışkanımın, minanısın deyip duran.